Сегодня в Страсбурге третий день очередной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. А накануне поздно вечером во Дворце Европы прошло открытие Дней Татарстана. Наша делегация во главе с председателем парламента Фаридом Мухамедшиным презентовала Универсиаду 2013. Из Страсбурга наш специальный корреспондент Дмитрий Второв. Спортзалы, дворцы, победы Акбарса, Рубина, Зенит и КамАЗ-мастера, национальная культура и наука. Презентацию уместили на нескольких стендах и в интерактивной экскурсии. Оценить масштабы предстоящего в Казани события собрались представители региональных парламентов более 40 государств Старого Света. Несколько лет назад члены нашего Конгресса были в Казани, где мы обсуждали укрепление сотрудничества университетов разных стран. Символично, что через несколько месяцев именно в столице Татарстана на универсиаду соберется спортивное студенчество со всего мира. Мы благодарны Татарстану и всей российской делегации за возможность в Совете Европы поближе познакомиться с тем, как готовится это масштабное мировое молодежное первенство. Постарались и мастера искусства республики, и татарстанские кулинары. Национальные угощения, сувениры и атрибутика ушли на ура. Я хочу поблагодарить всех татарстанских моих соратников, которые привезли много гостиница, много национальной кухни, татарские блюда, которые вы должны обязательно попробовать. Добро пожаловать в Казань, в столицу Татарстана, на предстоящую универсиаду. Спасибо, коллеги. Экспозицию в Дворце Европы назвали «Спорт как фактор единения молодежи мира». Ее помогли организовать Постпредство России при Совете Европы при содействии российской делегации. Кстати, она одна из самых активных. Накануне вечером Фарид Мухамедшин участвовал в дискуссиях на тему продвижения активной гражданственности. В преддверии универсиады количество студентов, занимающихся физкультурой и спортом, у нас выросло вдвое. Поэтому Татарстан смело можно называть республикой спорта. Сегодня в кулуарах участники сессии продолжают обмениваться впечатлениями от вчерашней презентации. А в рамках пленарного заседания речь идет о дальнейшем развитии местной и региональной демократии в ряде стран Европы. Ожидается, что после обеда здесь выступит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также рассчитывает познакомиться с экспозицией универсиады. Дмитрий Второв, Эдуард Мухаметьянов. Вести Татарстан, Страсбург, Франция.